Мы находимся на Шубодинском производственном участке лесопожарной станции второго типа, которая оснащена всем необходимым. В первую очередь лесные пожарные берут с собой ранцы в лесные огнетушители. Ну, дальше у них это лопаты, топоры, они у них всегда с собой. Тактический рюкзак, который тоже оснащена необходимыми вещами. То есть патрулирование у нас обычно вот при третьем классе, насколько я помню, 2 раза в день машина обязательно выезжает. Если чем выше класс пожарной опасности, тем больше патрулей мы выезжаем. Ну, вот, опасные точки это получается вот сосняки такие, хвойные насаждения в основном, места, где отдыхающих много. Минерализованные полосы мы создаем для того, чтобы в случае пожара наземного лесная подстилка, то есть огонь по лесной подстилке не уходил дальше определенного места. То есть как бы минерализованная полоса является препятствием для прохождения низового пожара. На высотной точке мы поднялись вверх и начинаем осматриваться. То есть фактически мы сейчас видим, просматриваем порядка 10 километров. Кроме того, в Удмуртлесе есть более серьезная техника. Это беспилотные летательные аппараты самолетного типа, которые позволяют держать под контролем большую территорию. Радиус передачи сигнала с такого аппарата порядка 50 километров. Сегодня у нас работают 2 беспилотные группы. В принципе, для того, чтобы закрыть всю территорию республики, достаточно 5 групп наблюдения. В целом техника зарекомендовала себя очень эффективно. При таком контроле мы получаем практически постоянное наблюдение воздушное. Сейчас на мониторе видим камеру, которая делает быстрый обход территории на наличие возгораний и дым-точек, которые, в принципе, можно обнаружить. Если он какую-то дым-точку обнаруживает, он передает информацию на панель или какую-то потенциально опасную угрозу. Камеры устанавливают сюда в опасных зонах, где было наибольшее количество пожаров. Все действующие пожары, которые зарегистрированы на сегодняшний день в этом году, в основном возникли из-за человеческого фактора.